Сәлем, сәлем, барығызды сәлемлейм. Сәғат тегәл 19:01 икән инде, һәм без башлап җибәрәбез. Кемнәр монда? Әйтегез, комментарийлар, плюсиклар, смайликлар, кем нәрсә тели, шуларны языгыз. А кто ничего не понял, тоже пишите. Так, ребят, сегодня у нас первое занятие нашего уже 4-го потока, поэтому давайте, мне кажется, новичков у нас сегодня очень много, поэтому давайте я вас, Исянисес Ренат, познакомлю с некими правилами. Ну, как бы правила получается. Кен клёвый. Ага, вот знакомые лица. Исянисес. Так, у нас очень активный чат обычно бывает. Мне кажется, эта традиция тоже продолжится и в 4-м потоке. Поэтому активно пишем, участвуем в обсуждениях, чтобы нам было интересно и познавательно учиться. Мне кажется, это будет всем полезно. Так, если у вас какие-то вопросы возникают, сразу пишите тоже в чат. Я по возможности постараюсь на них всех ответить. Юлия Сянесес, хайрлы кеш. Так, в принципе, правила вот такие. Когда будет следующее занятие, тоже будем отписываться в группе, также будем кидать туда ссылочку, так что никто не останется в неведении. Понятно, да? Так, Бесхайзер умалта. Угу. Так, ребят, мне скажите, пожалуйста, чтобы я как-то имела какое-то представление, у кого какой уровень, то есть, ну, как вы себя оцениваете, напишите, пожалуйста. Ага, Рамиль, хайрлы киш. Напишите, пожалуйста, по ходу дела, хорошо? Просто напишите, как вы себя оцениваете. То есть, ну, разговорный, владею разговорным или вообще нулевой. Может, кому-то просто из-за интереса. Ну, то есть мне, чтобы какое-то общее представление иметь. Хорошо? Оксана, самоирония – великая вещь. Добрый вечер, Исянисес. Ничего страшного, никакой, сделаем самый крутой. Так, Иван, салям, у меня нулевой. Угу. Уртаща, Кент клевый. Угу. Хорошо. Я забыла представиться для новеньких. Просто я увидела тут всех своих стареньких знакоменьких, поэтому я думала, все меня уже знают, а так меня зовут Диляра. Минем исмим Диляра. Мен сіздің бұл 6 күнге оқытушыңыз болашақмын. Я на эти 6 дней ваш учитель татарского языка. Вот. Так. Угу. Как активно начали все писать, мне это безусловно радует. Добрый вечер. Угу. Сәлем, кардешлер, сәлем, сәлем. Исянмісіз? Здравствуйте. Угу. Я просто послушаю. Хорошо, слушайте. Можете даже участвовать. Так, ребят, давайте. Хорошо, мы перекличку уже сделали. Вы пишите, я краешком глазом смотрю. И теперь давайте перейдем непосредственно уже. Гагаус Тылюк Шан Татарша Адресетес. Да, очень похоже. Потому что это одно языковое семейство. Так, начну я с азов. То, что татарский язык вы уже многие знаете, то, что относится к тюркским языкам, то есть тюркской языковой семье. На нем разговаривают татары, естественно, да, ну это логично. Татарский язык, он агглютинативный, то есть он состоит из окончаний. То, что, например, ну если говорить простым языком, то, что в русском языке, например, можно сказать 6-5 словами, в татарском языке с помощью окончаний мы можем сказать всего лишь одним словом. То есть он строится на окончании, поэтому он называется, ну, языковой, в языкознании это называется агглютинативный. Понятно, да? Ну, можете это не запоминать, просто если, например, захотите когда-нибудь там поумничать, да, можете запомнить. Но это так для общей информации. Так, и еще татарский язык, он очень мелодичный. Мне кажется, многие из вас еще из-за этого хотят изучать этот язык. Он очень красивый. На нем
разговаривали многие наши поэты, писали свои прекрасные стихотворения, свои прекрасные произведения. Поэтому то, что вы изучаете этот язык, не дайте ему умереть, а если так грубо говоря, да, то это очень круто. Так, ну начнем мы с азов, конечно же, с алфавита. Мне кажется, ну, большинство знает, но все-таки повторить будет не лишним. Хорошо, я пока разговариваю на русском в большей степени, потому что у нас тут есть нулевички, да? Но я не совсем люблю это слово нулевички. Мне кажется, если у человека есть желание учиться, то, ну, явно у него не нулевой только уже уровень. Ну, это лично мое мнение. Так. Так. А теперь обратите свой взор на экран. Перед вами татарский алфавит. Sizning qarshig'izda татар алфавита. В принципе, букв столько же, можно так сказать, как и в русском языке. Также пишется на кириллице, столько же букв, но у нас есть дополнительные буквы. В татарском языке. На данном слайде они выделены красным цветом. Извините. Их всего 8. Вот. 6, извините. Так, я дополнительные звуки имела в виду. Вот, их всего 6. То есть они, в принципе, их очень легко запомнить. Они являются некими так называемыми парами русских букв. Например, буковка «э», она очень похожа на буковку «а», просто говорится намного нежнее и мягче. Буковка «ж» также она является парой, ну то есть похожа на буковку «ж» русскую, да. Она более такая нежная тоже, да, и более такая мягенькая, да, «ж». Вот. Дальше у нас есть буковка, я сначала пропущу, вернусь к ней, хорошо? Так, у нас есть еще буковка Она похожа на О, но говорится опять-таки более мягко, более нежно. Также у нас есть буковка И, то есть это как У, только мягкая и более нежная. И буковка Х, то же самое. И буковка Н, она похожа на Н. Вот здесь появляются разные проблемы с его произношением, но мы отработаем это произношение, и у нас эта проблема улетучится. Так что не переживайте, хорошо? Ребят, если я говорю очень быстро, вы мне говорите: Диляра, притормози, хорошо? Так, у нас здесь обстановка такая дружеская, у нас есть обстановка неформальная, поэтому не бойтесь писать, не бойтесь каких-то там, если у вас какие-то вопросы возникли. Я никого не ругаю, двойки не ставлю, хорошо? Так, алга табакиты. Дальше поехали. Мы начнем сейчас с вами изучение. В татарском языке, ну, как и в русском языке, есть звуки и буквы. Есть у нас звуки, это получаются согласные и гласные, да? Вот. Но в отличие от русского языка, в татарском языке гласные звуки, они делятся на два типа, твердые и мягкие. Ну, в русском языке это тоже есть, но на этом не так акцентируют, внимание. Вот. А в татарском языке это очень важно. Вот. Начнем мы с твердых гласных звуков, и это самый первый у нас звук, это У. Знакомый вам У. Но есть свои особенности при произношении. Вот вы подумайте, зачем она нам тут говорит про эту У, как будто мы не знаем. Наконец-то присоединился, я тоже знаю только азы. Диана Лукманова, добрый вечер. Я очень рада, что вы к нам присоединились. Каждому из вас очень рада. Вот, вы, наверное, подумали, зачем вы нам, говорит она тут буковку, звук У, мы же его знаем. Но есть тут какие-то свои нюансы, и сейчас я их с вами познакомлю. Так, У ауазы. У ауазы bilan яңа сүзләр. Сейчас я вам скажу с гласным звуком У новые слова. Яңа сүзләр – это новые слова. Ул – это она, оно, он. Забегая вперед, хочу сказать вам то, что в татарском языке нет категории рода. То есть, смотрите, у нас вот, например, улбара,
Можно, бара это идет, то есть это можно и понять, как он идет, она идет, либо оно идет. Понятно, да? Вот это слово у обозначает и он, и она, и оно. Дальше. Сул, левый. Зур, большой, большая, большое, большие. Бу, этот, это, эти. Ун, 10, сум, рубль. В отличие от русского языка, я всегда буду сравнивать с русским языком. Ну, это как нормально, да, то, что вы же знаете больше русский язык, поэтому для сравнения вам будет так легче воспринимать. Буковка О, она говорится более глубже, более вытягивая губы. Ну, так уж я вам дословно говорю, объясняю. Так, Динара. Угу. Динара, ничего страшного, мы только начали, у нас было знакомство и приветствие, так что вы ничего такого пока не пропустили, хорошо? Хайрле киш, барагасгада. Так, дальше поехали. Смотрите, то, что вот я вам сказала, новые слова, и с ними сейчас я вам скажу самые простые предложения, то есть маленькие, коротенькие. Бу ун сум. Это 10 рублей. Бу ут. Да, Кент клевый, вы очень, у вас внимание очень клевое на самом деле. Это я вот просто хотела на десерт оставить. На «н», да, слова на «н» не начинаются. Оно всегда либо в середине, либо только в конце приходит. Но мы к этому еще вернемся, просто я хотела... Ага. Конечно, запись сохранится. У нас запись держится ровно сутки. Угу. Так, дальше поехали. Бу-унсум – это 10 рублей. Бу-ут – это огонь. Ул-зур – он или она, или оно большое. Бу-зур-зур-ат – это большая-большая лошадь или конь. Бу-тау – это гора. Смотрите, вот видите, ул-зур. Видите, из-за того, что у нас нет категории рода, Рафаэль, добрый вечер, Хайликиш, у нас нет категории рода, вот, поэтому, смотрите, улзур, вот когда мы говорим улзур, в русском языке же, например, он большой, она большая, оно большое. Видите, у нас окончания меняются. В татарском языке никаких окончаний не добавляется. У нас получается прилагательное зур большой, да, остается без всяких каких-либо окончаний. Понятно, да? Видите, уже намного проще изучать татарский язык. Дальше поехали. Пока понятно, да? Ребят, я вам эти слайды пришлю в группу. Если кому-то интересно, вот там повторить и так далее. Хорошо? Договорились? Так, дальше поехали. Следующий у нас звук это А. Тоже вам известный, но у него есть свои особенности. В первом слоге читается как А с оттенком О. О. Видите? Точнее, слышите, да? Как бы немножко округляя, как при говорении О. Ауазы белән яңа сүзләр. Новые слова со звуком А. All. Обычный бы русский человек прочитал бы это просто ал. Видите? Ал. Но в татарском языке так не читается. Читается вот так произношение. All. All. Понятно, да? Дальше. Это all. Возьми. Повелительная форма. Дальше. В татарском языке все, вот как бы сказать, любые глаголы, когда окончание прилепляется, какое-то время ставится, да, у нас все всегда в повелительную форму сначала ставится. Любой глагол сначала ставится в повелительную форму, и только потом, исходя от него, отталкиваясь уже, да. Угу. Хорошо, Динар, я так и сделаю. Так, дальше. Вот смотрите, от – это лошадь. Видите, я не говорю от, я говорю от. Чем-то, по-моему, если я не ошибаюсь, в английском языке есть тоже такое произношение. Дальше. Бар – иди, езжай, есть в наличии. То есть, ну, что-то есть, например, кофе есть.
Понятно, да? Дальше. Тау – гора. Баш – голова. Матур – это прилагательное. Если это как прилагательное выступает, то это получается татарин, добрый вечер, ничего страшного. 0 мы восполним. Дальше, если матур это как прилагательное, то это красивый, красивая, красивая, красивый и так далее и тому подобное. Видите, никаких окончаний не добавляется. Если это наречие, в форме наречия употребляется, то это красиво, то есть как? Матур, нищик. Понятно, да? Дальше. Новыми словами, новые маленькие предложения, простые. Ул матур. То есть он красивый, она красивый, оно красивое. Понятно, да? Перевод. А можно где-нибудь запись взять? Я не успеваю на эфир. Эта запись, вот этот эфир будет храниться у нас на канале, на YouTube. Ну, вот на этом канале, который вы сейчас зашли. Хорошо? Так, Ул-Матур, это я же сказала. Бу-Тау – это гора. Бу-Ат – это конь или лошадь. Бу-Зур, Матур, Ат – это большой красивый конь или это большая красивая лошадь. Так, Азат, Бар, Азат, иди. Видите, опять повелительное наклонение, да? Азат, сум, ал. Азат, возьми 10 рублей. Зур, ат, ал. Возьми 10 больших лошадей. Понятно, да? Ребят, пока все понятно? Или что она несет? Вот. Правило ударения – это тоже очень такая немаловажная вещь при изучении языка. Ударение в татарских словах всегда падает на последний слог. Это уже проще, в отличие от русского языка, где ударение просто прыгает со слога на слог. Например, мисал «матур», «кызыл». В заимствованных словах ударение сохраняется, как и в первоначальном варианте. В татарском языке ударение не выражено, почти не слышно. То есть ударение тут особой роли не играет. Альберт. Альберт, добрый вечер. Исянмесес. Хорошо. Так, мне нужна обратная связь. Пишите, пожалуйста, чтобы я не говорила. Ну, если я вижу то, что это интересно, да, это меня вдохновляет. Поймите меня правильно, хорошо? Так, ярар, Алла таба киттек. Дальше поехали. Угу. Так, теперь дальше. Ауза. Если вот, например, во втором и последующих словах читается как в русском варианте. То есть, смотрите, если он стоит в первом слоге, читается как А. Если он стоит во втором и следующих там последних слогах, да, то он читается как обычное как и в русском языке. Вот, например, алар. Видите, алар. Я сначала округляю, алаштырам, да? А в втором слоге я произношу как обычную буковку А. Тензиля хайрлы киш. Ага. Так, дальше поехали. Например, алар – это они. Анда – там. Она – мать. Ата – отец. Опа – тетя, старшая сестра. Урам – улица. Шулай – так. Бала – ребенок. Малай – мальчик. Алма – яблоко. Урман – лес. Так, ребят, есть ли тут слова какие-то знакомые? Или все для вас ново? Угу. Напишите, пожалуйста. Ярима? Так, а я пока плавненько перехожу. Мы сегодня все будем так вот, все изучать, а потом уже у нас потихоньку, постепенно будет практика, хорошо? Это пока все для ознакомления. Дальше. Куплексан, множественное число, преобразование. Для придания существительную форму множественного числа прибавляется окончание лар, лер или нар, нер. Только для существительных оканчиваются на носовые согласные. Соответственно, ударение падает на последний слог на окончании множественного числа. Вот, здесь все просто. У нас есть, смотрите, такие слова, окончания. Угу. Станешь. Угу. Да.
словарный запас это да, нужно. Смотрите, ребят, тут просто все. Есть у нас 4 вида окончаний. Точнее, их 2 вида, просто у каждого вида есть мягкая форма и твердая форма. Давайте приступим сначала, затронем лар, лер. Вот, смотрите. Если, просто запомните, если слово оканчивается, ну, которое мы хотим поставить во множественное число, существительное, да, если оно оканчивается на мэ, не, и вот эта татарская буковка м, вот я вам сейчас их пришлю, да, то добавляется окончание либо нар, либо нер. Вот. А в остальных случаях везде лар, лер. Вот просто это нужно запомнить. Смотрите, если слово содержит твердые гласные, да, например, ут, лар, да, у нас же твердое гласное, мы уже это знаем, поэтому будет окончание лар, ут, лар, огни. Понятно, да? Например, су – это вода, сулар – это будет воды. Понятно, да? От – это у нас, опять-таки, лошадь или коняшка, да? Атлар – это кони или лошади. Май – это у нас масло. Майлар – это масла. Тау – гора, таулар – это горы. Баш – башлар. Баш – это голова, башлар – это головы. Вот, в этом слайде мы рассматриваем только окончание лар. Ну, я вам уже просто сказал дополнительно. Понятно, да? Вот. Вот эти множественное число делать, в принципе, не так сложно. Просто нужно запомнить вот эти нюансики. Они такие маленькие, поэтому вообще малюсенькие нюансики получаются. Так. Если кто смотрел выступление Павла Воли, да, на вот этом Comedy Club, у него такой был прикол. Татарский язык, он такой сложный. Везде просто добавляйте окончание множественного числа, и слово автоматически становится татарским. Понятно, да? Вот он там говорил, я вам желаю счастья, лар, удачи, лар, например, да? То есть, видите, сразу такой татарский акцент появляется. Вот. Теперь попробуйте написать, пожалуйста. Вот здесь написано «Бу матур атлар». Эти красивые лошади. Ваша задача, вы напишите, пожалуйста, это красивая лошадь. Просто уберите окончание множественного числа. И по возможности напишите перевод. Вот первую я вам сказала, а следующие два тоже попробуйте перевод сами написать. Это потому, что он отец татар. Да. Смотрели, видели, да, такое смешное видео? Так, ребят, напишите, пожалуйста, вот эти фразочки. Буматуратлар, бузуртаулар, буматурутлар в единственном числе. И попробуйте рядышком тоже перевод написать, что это означает. Так, буматур ат, да, все верно, конечно же. То есть это красивая лошадь, это мы уже разобрали. Как же будет бузуртаулар, как вы переведете? Бузуртау, да, вы правильно написали единственное число. Угу. Единственное число сын разъяснялся. Берликсан Диваталайну, да? Как вот вы переведете? Бузуртау. Угу. Это большая гора, все верно, молодцы. Так, буматур ут. Хорошо. И я можно сказать, что знаю, а полностью разговаривать не могу. Мне кажется, у вас, да не кажется, так есть, у вас просто языковой барьер, который нужно разрушать. Да, да, все верно. То есть, получается, буматур ут – это огонь или свет, можно сказать. То есть у него два значения. Хорошо, да. Ну, матур красивый, значит, да? Да. Так, я вот так промониторила глазками, да, Ага. Ну, казахский язык, он похож очень на татарский язык, поэтому это нормально, то, что вы смешиваете. Тем более из того, что он у вас всегда на слуху. Правильно же? Да.
Хорошо, подытожим. Бу матур атлар, это значит, это красивые лошади или кони, да? Бу матур ат, это будет, это красивая лошадь. Бу зур таулар, эти большие горы. Бу зур тау, это большая гора. Дальше, му матур утлар, эти красивые огни. А бу матур ут, это красивый огонь. Понятно, да? Хорошо, это было уж такое простое, простотецкое задание, с которым вы успешно все справились. И это меня очень радует. Здорово. Алгатова китек. Дальше поехали. Ну, это так, глазками просмотрите просто, это уж самопроверка, да? Так, хорошо. Алгатова китек. Дальше поехали. Теперь попробуйте то, что мы только что сделали, да? Мы все это сейчас повторим просто. Как будут на татарском языке красивые огни? Просто мы сейчас, практика у нас идет. Красивые огни. Как будут? Просто красивые огни. Красивые. Не красные, а красивые. Матур утлар. Әйе, дұрыс. Матур утлар. Да, 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 все верно. Красивые огни. Матур утлар. Видите, мы никаких окончаний в прилагательные не добавляем. У нас остается матур, матур. Все, никакого там. У нас окончание только добавляется к существительному. Да, большие горы. Как будет на татарском языке? Мы это вот недавно только буквально. Так, вы пока пишите. Зуртаулар, да. Так, хорошо. Зуртаулар дерес. Молодцы. Теперь красивые лошади. Угу. Все молодцы. Матур атларе, красивые лошади. Все верно, здорово. Так, это большая гора. Это большая гора. Это большая гора. Так. Матур атлар бу суртау бу ут онсун. Әйе. Надежда, правильно. Надежда, вы теперь моя надежда. Все татары, однако. Я не буду там спрашивать, почему татары не знают татарский язык. Это нормально, если вне Татарстана живут люди. Скажу вам больше, я когда я в Казани преподаю в школе. Вот, у меня очень много учеников было татар в Казани, и они не знали татарский язык. И они все относились к русской группе. Вот. Это в какой-то степени даже печально, наверное, да? Так, Ярар. Так, хорошо, молодцы. Я вижу то, что многие из вас уже справились. Ну, так, красивые огни. Мотор утлар. Большие горы зур таулар. Красивые лошади мотор атлар. Так, это большая гора. Бу зур тау. Это 10 рублей. Бу он сум. Хорошо. Видите? Вот. Молодцы, молодцы. Так, Яра, Эферин. Глазками тоже пройдемся, чтобы у вас и визуально было, не только так вот, да, на слух, но и визуально. Хорошо. Алгата пакетик.
Бу, ун, сум. Хорошо. Так, теперь дальше. Қалып сузық қауызларны үйренуді давам етеміз. То есть мы продолжаем изучение твердогласных звуков. Следующий наш звук это ауазы, Произношение буквы не имеет ничего общего с ее русским произношением. Представляет собой особый звук. Читается между О, А, Э. Объединенные Арабские Эмираты. Так и запомните. Так, рубль и рубли, слова одинаковые. В татарском языке, у нас нет своей валюты, естественно, мы же субъект Российской Федерации, да? У нас просто рубль по-другому называется в татарском языке сум. Понятно, да? Просто сум. Он сум, это значит 10 рублей. Так, дальше поехали. Вот такая буковка она не похожа на русскую, то есть получается она читается как то есть более короткое произношение, да, звучит примерно как второе О в слове город или как в слове опыт. Понятно, да? Сейчас я объясню еще раз. Авазы белән яңа сүзләр. Новые слова со звуком И вам все понятно со словом сум? Я смогла вам объяснить? Аңлата Есть цифры, есть то сум. Имеется в виду, когда валюта говорится про деньги, да, то в татарском языке это просто вместо слова рубль говорится сум. Перевод. И все. Дальше. Смотрите. Алты. Видите, я не говорю алты. Нет. Алты. 6. Утас. 30. Не утыс, да, ни в коем случае, а утас. Утас. 30. Утыр. 5. Сары. Желтый. Алтын. Существительное это золото. То есть золото у нас алтын. И прилагательное золотой, золотая, золотое это тоже алтын. Понятно, да? Так, по произношению все понятно с буковкой Точнее, со звуком Дальше. Для придания существительному формы множественного числа прибавляется окончание лар, лер или нар, нер. Нар, нер прибавляется только для существительных окончательно носовой согласный. Я их уже вам говорила. Алтын, алтыннар, урам, урамнар, урман, урманнар. То есть алтын это золото, а алтыннар это значит много золота, да? Урам, урамнар, урам это улица, урамнар улицы. Дальше урман, урманнар это лес, леса. Понятно, да? Вот. Так как мы еще нежные буковки не прошли, но я вижу ваш потенциал, поэтому я вам уже говорила, что мягкие звуки будут окончания с мягкими. Получается, лер и нер, они к мягким словам будут прибавляться. Хорошо? Так, дальше поехали. Попробуйте мне перевести с татарского на русский следующие слова. Так. Да, похоже. У них же своя валюта. Они же не рубль. Или я путаю. Не знаю. Ладно. Дальше. Алтын. Как будет золото, хорошо. Либо золотой, золотая, золотой. То есть это либо может как прилагательное употребляться, либо как существительное. Дальше. Хорошо, молодцы. Алар это они, хорошо. Шулай это так. Хорошо. Дальше. Да. Дальше. Зур это большой, большая, большие, да? Большое, точнее, да, хорошо. Ал, возьми. Да, все верно. Бу это. Или этот. Урман это лес. Ребят, не путайте, пожалуйста, урман и урам. Ладно, урман это лес, а урам то это
улица. Угу. Так, урман – это лес, алты – это 6, хорошо, молодцы. Так, тау – это, тау – это гора, угу. Хорошо. Так, от – это лошадь, все верно. Умбала – 10 ребят или 10 детей. Хорошо, тоже оба варианта будут правильны. Так, дальше. Ут – огонь, либо свет, можете сказать. Угу. Да. Дальше. Бар. Как будет бар? Иди. Гульнара здесь. Сямс Гульнара. Так. Дальше. Утас это, сколько это? 30, правильно. Су это вода. Угу. И баш это голова. Хорошо. Есть. Бар это да, есть. То есть не кушать в плане, да, а то, что есть в наличии. Угу. Хорошо, все верно. Вы уже, в принципе, эти слова знали, у вас они были, скорее всего, в обиходе, но у некоторых, может, не было. Но мы сегодня эти все слова с вами проштудировали. Мне кажется, они у вас уж в памяти останутся. Я на это очень надеюсь. Мимо үмітләнәм. Так, Олгатова киттек. Поехали дальше. Так. Гульнара, в среду будет следующий урок, ладно? Вы уж, наверное, меня потеряли. Так. Алатова. Угу. А теперь посложнее. Переведите с русского на татарский язык. Попробуйте. Попробуйте. Так как вы носители русского языка, вам намного легче переводить с татарского на русский, нежели наоборот. Но надо вот это развивать. Он это ул, правильно, хорошо, молодцы. Рубль это су. Угу. Видите, сразу уже чат так замедлился, нежели, да, как вот до этого было, так прям быстро-быстро все писали, а сейчас уже так... нет, набираем скорость, да? Так, рубль это сум, улица это урам, все верно, молодцы. Ребенок это бала, искитиш. Возьми это all, Золото это all, баш. Ага, алтын, хорошо. Так, иди, бар, вот я вижу, да, пишите. Хорошо, молодцы. Так, голова, баш, дрес. Огонь, от, молодцы. Лес, урман. Вот как раз-таки тут не путайте, ладно? Урман. Вы запомните для себя, вы прям прорычите. Урман – это лес, а урам, просто урам, да? То есть это получается улица. Так, хорошо. Большой. Зур, дрес. Дальше 6 это алты. Угу. И получается 10 это ун и 30 это утес. Если бар... не поняла. Подождите. Иван. Нет, не Иван спрашивает. Салих. А как правильно понимать, если бар это есть? Нет, это в том плане, смотрите, вот, например, у меня есть тетрадь. Минен дефтер бар. Понятно? Не в плане есть, кушать, да? Не в плане питания, а то, что в наличии что-то есть. Понятно, да? Что это означает? Хорошо. Ой, я вам прям поаплодировать хочу. Все правильно писали. Таких прям грубых ошибок нет. А написали очень быстро, перевели, и это меня вообще очень-очень радует. Здорово.
Активные вы такие все, субханаллах. Алга-то вактык. Теперь, смотрите. Я вам показываю следующий слайд. Следующие слова – это ваше домашнее задание. Пожалуйста, я вам это все заскриню в этот, получается, в группу WhatsApp-овскую, да, все вот это отправлю картиночки. Пожалуйста, вы вот эти слова выучить нужно, хорошо? В принципе, мы с ними сегодня целый урок работали, они у вас в голове уже должны были остаться, хорошо? Вот. То есть вот эти слова, еще раз произношение мы пройдемся, вы прям повторяйте за мной, чтобы вам было легче воспринимать произношение. Да, Юрий Никулин, да, Сарабар, у меня есть пиво, да. А у меня нет пива, потому что не пью. Юрий Никулин. У меня даже вон артисты учатся. Так, например, ол – это он, она, оно, либо еще у него другой перевод есть, это как сын. Улам, ул. Понятно, да? Сын, дочь, вот те же говорят так. Да. Дальше поехали. Сул – это левый, 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 левый. То есть сул всегда без окончаний практически. Понятно, да? Зур – это большой, большая, большое. Бу – это, этот, это, эти. Ун – это 10. Дальше. Сум – это рубль. Ал – возьми. Или розовый цвет, да, ведь получается. От – лошадь. Еще можно его сказать от – это стреляй. Но это вам не так еще пока нужно. Хорошо? Дальше. Бар – иди, езжай или есть. В плане не кушать, еще раз повторюсь, в наличии что-то. Понятно, да? Май – это масло, либо жир. Тау – гора. Баш – голова. Матур – красивый. Алар – они. Анда – там. Апа – тетя, старшая сестра. Ура – улица. Шулай – так. Бала – ребенок. Малай – мальчик. Алма – яблоко. То есть еще можно алма сказать как не бери, не возьми. Не бери по-другому. Алма. Урман – лес. Алты – 6. Утыр – сядь. Утыз – 30. Сары – желтый. Алтын – это золото. Так, это выучить слова первое задание для вас. Дальше. Запомнить правила образования множественного числа, а также правила ударения. И еще составить, давайте, 5 составьте для начала. Я вас в начале урока просто вот так вот выберите на рандомно, буду спрашивать. Просто, хорошо? Вот, например, на любое слово, которое мы с вами выучены вот из списка, да, вот какое-то предложение. Хорошо? Договорились? Так, это вам было понятно. Так, я сейчас переключусь на режим, чтобы вы меня видели. Сегодня у нас первый урок, поэтому у нас сегодня не целый час шел, чтобы вы не утомились. Так, у нас сегодня был ознакомительный урок. Вы познакомились со мной, я познакомилась с вами частично, можно сказать, да? Так, и я надеюсь, вам сегодняшний урок понравился, вы втянулись. Мне лично понравился. Siz big актив işlediniz, вы очень активно работали, и мне кажется, мы с вами сработаемся. Вот. Ребят, напишите, пожалуйста, свои эмоции, комментарии по сегодняшнему уроку. И я надеюсь, следующий урок тоже проведу в ближайшие дни. И, мы вам скажем, сообщим. Хорошо? Вот. Ага. И я вас жду на следующий урок. Келесі дәрісте барыңыздың зорығып күтіп алам. То есть я жду вас всех на следующий урок с огромным удовольствием. Все клево. Ага. Спасибо вам большое. Вы очень активны и
Артка. Вы, наверное, из-за анекдота нет назад, да? Есть у нас артка. Есть такое слово? Артка. Назад. Ага, ярар. Гульнара, я сообщу точно. Расписание нужно составить, чтобы всем было удобно и чтобы я тоже успевала, хорошо? Сообщим в группе и ссылку обязательно кину. Ну, то есть я заранее буду вам об этом сообщать, хорошо? Мгм. А тата? Что такое тата? Я не знаю такого слова тата. Нет такого слова. Ладно, хорошо. Я надеюсь, что на следующий урок вы придете в таком же составе, можно даже больше. Чем больше народа, интереснее, мне кажется. Вот. Так, хорошо. Домашнее задание я вам сейчас прям после урока скину, и вы начните повторять. Хорошо? Слова легкие, в принципе, они уже есть у вас в обиходе, просто нужно запомнить некоторые. Ну, может, для кого-то они новые. Хорошо? Мгм. Яра, big зур рахмет там, Баркат. И у нас по традиции сердечко в конце. Келесі шырашыларға қадар сау болыңыз. До новых встреч. Пока-пока.